Грамота о присвоении городу Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» вручается делегации Малгобека. 8 октября 2007 года на торжественной церемонии за мужество и стойкость указом президента России Малгобеку присваивают почетное звание «Город воинской славы». В военной науке есть такое понятие, как перехват инициативы, то есть решительный перелом в вооруженной борьбе. И сражения за Владикавказ и Малгобек стали именно такими решающими событиями. С поражением элитных гитлеровских полчищ на Кавказе провалилась немецкая операция «Эдельвейс». Были спасены нефтяные промыслы страны. Войска Закавказского фронта сорвали планы врага, не позволили ему перебросить силы под Сталинград. Танк ИС-3 и сейчас, спустя несколько десятилетий, стоит на страже Малгобека и всего Кавказа. Место для памятника защитникам города выбрано не случайно, как напоминание всем, кто въезжает в Малгобек, о воинской славе самоотверженных солдат. В городе тоже монументов не счесть. Здесь и памятник павшим малгобекчанам, и могила неизвестного солдата, и стела «Город воинской славы». Особую гордость жители испытывают, посещая музей-мемориал трудовой и боевой славы. Многочисленные экспонаты, выставленные здесь, свидетельствуют о тех днях как никогда громко. Здесь несколько экспозиций, но если вот полностью представить все экспозиции, наверное, вот в любой из этой экспозиции нам бы удалось, наверное, даже заполнить всю эту комнату. До того много материала, а выставить хочется все, и не получается, поэтому мы так понемножку взяли из всего. Вот здесь у нас есть и оборона Кавказа, и наши ветераны, танкисты, которые здесь воевали, особенно 52-я танковая бригада. Так как музей посвящен в большей степени, можно сказать, обороне Малгобека, то вот вся стена, которая вот там за моей стеной, вот эту всю стену мы отдали именно обороне Малгобека. Основанный 24 августа 1933 года, Малгобек столкнулся со многими испытаниями, которые выдержал с честью. Присвоение Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» – дань памяти людям, погибшим, защищая страну. С тех пор минуло больше 70 лет. На местах, где раньше разворачивалась битва за Кавказ, по истечению десятилетий царит тихая и мирная жизнь. Город с каждым днем хорошеет и процветает, однако об огненных 40-х никто забывать и не думает. Любой житель Малгобека помнит, что происходило здесь во время Великой Отечественной войны. И я думаю, что это останется у каждого жителя города Малгобека в сердцах. Эта дата будет отмечаться, наверное, веками, сколько будет существовать Малгобек и человечество. Я бы хотел сказать, что сегодня каждый житель Малгобека – это очень патриотичные люди, патриотически воспитанные, понимая, зная, что происходило на рубежах к подступу к Малгобеку. Каждый человек считает своим долгом на 9 мая выйти, посетить эти места. Это вечный огонь, это стелла памяти, это памятник неизвестному солдату. Старый парк в Малгобеке – излюбленный уголок жителей города и многих туристов. Здесь можно не только посидеть в тишине и покое. Для любителей истории каждый памятник сам по себе как целый кладезь полезной информации. Об одной только могиле неизвестного солдата можно рассказывать очень долго. По моим данным, я знаю, что на территории Северокавказского федерального округа именно памятник, посвященный защитнику, могиле неизвестного солдата, только у нас в Малгобеке. Памятники защитников-то везде есть, но вот непосредственно, чтобы сделать памятник, посвятить именно неизвестному солдату, вот у нас есть этот памятник. А здесь, в общем, у нас все захоронения, здесь у нас непосредственно лежат участники, защитники города Малгобек, которые погибли, защищая наш город Малгобек. Здесь у нас 791 человек вот на этих двух, мемориальных кладбищах. И дополнительно вот за последние 5 лет мы проводили и большую работу, и администрация проводила работу, и поисковые отряды. Еще дополнительно где-то 486 человек у нас еще в списках защитников города Малгобек. Главное богатство города и его жители. Малгобекчане гордятся тем, что живут в городе воинской славы. Приехав сюда однажды, уезжать уже не хочется, признаются они. С этим согласны и те, кто родился здесь, и те, кто переехал сюда совсем недавно. В этом городе я живу очень давно, практически с рождения. Я здесь родилась. Этот город для меня очень дорог, так как это мой родной город. И среди всех городов Республики Ингушетия он мне нравится больше всех. Не нравится наш город мне не может, так как я в нем, во-первых, родилась, всю жизнь провела здесь, что училась, в другом городе. Но у меня все эти 5 лет тянуло обратно в свой город. Пожалела, что поступила далеко. Я живу в городе Малгобек 15 лет.
Город Малгобек очень хороший город, мне очень нравится здесь. Здесь хорошая атмосфера, хорошие люди. Малгобек своей богатой историей часто привлекает и туристов, желающих познакомиться поближе с городом воинской славы. Вот и сегодня из Китая приехала группа блогеров. Эти ребята не просто уедут, сфотографировав себя на фоне памятников. Все эти достопримечательности города увидят их десятки и сотни тысяч подписчиков. Для гостей устроили познавательную экскурсию. У нас экспозиция музея начинается Малгобекской оборонительной операции. Вот стенд посвящен Малгобекской оборонительной операции. 12 сентября 1942 году Малгобек был полностью оккупирован немецкими войсками. 就是我们的这个游览先从就从这个宣传册从这边开始。Мы давно знали истории Кавказа, но это первый раз мы были здесь. Это очень хорошо, замечательное путешествие. Гости посетили музей, мемориал и могилу неизвестного солдата. К памятнику возложили цветы. Минута молчания в память о тех, кто защищал Родину. Дань уважения к тем, чьи имена высечены на каменных плитах, и тем, чьи имена безвестны. Малгобеку уже 84 года, а городу воинской славы сегодня исполняется 10 лет. И если слава былых героев не будет забыта, а потомки ее приумножат, то цвести и развиваться Малгобек будет еще долгие и долгие года. Тамерлан Хамхоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.